Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения случаев заражения новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 131 тысячу, превысив отметку 6 миллионов 930 тысяч. При этом количество летальных исходов увеличилось более чем на 3400 и приблизилось к 401 тысячи человек. Соответствующие данные опубликовала ВОЗ. Лидером по числу заражений все еще остается США. За ними следуют Бразилия и Россия. Пятерку замыкают Великобритания и Индия. О ситуации с коронавирусом в мире расскажет Калия Душибаева. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире ситуация с пандемией коронавируса ухудшается. По его словам, сейчас эпидемия охватывает все больше людей в разных странах мира. Также глава ВОЗ отметил, что большинство африканских стран до сих пор отмечают стремительный рост случаев коронавируса. Некоторые из них появляются в новых районах. Он добавил, что в ряде стран при этом все же отмечаются позитивные сигналы в снижении заражений. Хотя ситуация с пандемией в Европе улучшается, в мире она ухудшается. За 9 из 10 прошедших дней сообщили о свыше 100 тысячах случаев коронавируса. Вчера сообщили о более чем 136 тысячах случаев. Самое большое количество за сутки. Более 75% случаев заражения, которые были выявлены за вчерашний день, произошли в Южной и Северной Америке и в Южной Азии. На сегодня в мире было зарегистрировано 6 миллионов 931 тысяча инфицированных и 400 тысяч 857 умерших. Заразившихся за сутки стало больше на 131 тысячу 296, а умерших на 3469. Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных – 3 миллиона 331 тысяча 387. Количество умерших там за день увеличилось на 2410 и достигло 181 тысячи 804. В Бразилии за прошедшие сутки коронавирус зафиксировали у 15 645 человек, сообщает Министерство здравоохранения страны. Также за сутки от вируса скончались 679 человек. По данным ведомства, на данный момент число зараженных в стране достигло более 701 тысячи человек. Из них скончался 37 991 пациент. Данные университета Джона Хопкинса показывают другие цифры, согласно которым число зараженных составляет 707 412 человек. Количество скончавшихся – 37 134 человека. В Новой Зеландии больше нет инфицированных коронавирусом. Последний пациент, лечившийся от COVID-19, в воскресенье был объявлен выздоровевшим. В течение последних 2 недель в стране не был выявлен ни один случай заражения. В понедельник Новая Зеландия отменяет все ограничения, связанные с эпидемией, за исключением одного. Границы останутся пока закрытыми. Карантин в стране был введен 25 марта. В конце апреля ограничения начали постепенно снимать. Всего в Новой Зеландии было выявлено более 1500 инфицированных коронавирусом. 22 из них умерли, то есть летальность составила менее 2%. Это существенно ниже среднемирового уровня. Остальные выздоровели. Новая Зеландия стала крупнейшей страной, избавившейся от коронавируса. Наша вновь обретенная свобода в настоящий момент зависит от тех задач, что решает служба пограничного контроля, которая препятствует проникновению коронавируса в страну. Но снятие ограничений отнюдь не означает, что мы можем полностью расслабиться. Мы должны продолжить внимательно следить за развитием ситуации с пандемией. А тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что около 200 нуждающихся в госпитализации граждан с положительным анализом на коронавирус находятся в ожидании больничных коек, поскольку система здравоохранения страны перегружена из-за пандемии. Сегодня Министерство здравоохранения заявило, что в стране с населением около 3 миллионов человек за сутки выявили еще 350 случаев инфицирования. Общее число заразившихся достигло 13 675. Власти сообщили о 7 новых летальных исходах от COVID-19. Официальное число умерших от коронавируса возросло до 217. Заболеваемость COVID-19 в Армении неуклонно растет после смягчения в середине апреля общенационального карантина, который ввели в конце марта. У меня есть обязательство перед вами говорить всю правду обо всем, тем более о ситуации с коронавирусом. Сколь ни была бы эта правда горькой. С горечью сообщаю, что на сегодняшний день в республике есть около 200 коронавирусных больных, которые ожидают в своей очереди на госпитализацию. Один пациент с COVID-19 умер дома, не дождавшись госпитализации. Еще 2 скончались в больнице из-за нехватки коек в отделениях интенсивной терапии. Система здравоохранения находится в критическом состоянии. Мы уже проходим через ад.
В России за минувшие сутки зарегистрировано 8595 новых случаев заражения коронавирусом. Новые случаи выявлены в 83 регионах страны. Всего в России с начала пандемии выявлено 485 253 случая коронавирусной инфекции. За минувшие сутки от COVID-19 там скончался 171 человек, сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу. Большинство смертей зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге. Общее количество скончавшихся от вируса в России достигло 6142. Выздоровели 242 397 пациентов. Под медицинским наблюдением находятся 320 590 человек. За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 215 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Прирост за сутки составил 1,7%. Таким образом, всего с начала пандемии в стране коронавирус выявлен у 13 074 человек. Из них выздоровели 7 737 пациентов. Скончались 58 человек. Департамент контроля качества товаров и услуг Акмолинской области разместил кадры из палат с больными коронавирусом, подключенным к аппаратам ИВЛ. К сожалению, реальность. Подписали видео. Врачи отмечают, что количество заражений ежедневно растет, и это связано с несоблюдением мер предосторожности. Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане на данный момент составляет 4448. В настоящее время в стране выздоровели 3357 человек, инфицированных коронавирусом. Это составляет 76% от всех зараженных. 1073 пациента проходят лечение. 8 из них находятся в тяжелом состоянии, 1 в критическом. В Таджикистане за последние сутки выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране коронавирус выявлен у 4609 человек. Из них выздоровели 2763 пациента, скончались 48 человек. Алия Душибаева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.